в Верховном Совете СССр. Сейчас, одну минуту, товарищ профессор. Пожалуйста. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Депутат Савастюк, Москва. Я предлагаю эту грубейшую ошибку, которую мы все совершили, исправить таким образом. Поставить на голосование кандидатуру депутата Чемоданова. Депутат от 726-го национально-территориального округа, город Степанакерт, Огосян. Я хочу сделать небольшое заявление до перерыва, иначе мое заявление прозвучало бы как музыка после свадьбы. От Нагорно-Карабахской автономной области по квоте в состав Верховного Совета СССР должны войти 2 депутата. Вчера, когда мы получили списки кандидатов в Верховный Совет СССР, там 2 депутата от Нагорного Карабаха фигурировало. Но ни одна кандидатура с группой депутатов от Нагорного Карабаха не была согласована. Хотя в предварительном плане все эти кандидатуры рассматривались, но окончательного решения не было. После обсуждения, когда нам дали перерыв для того, чтобы мы обсудили и внесли свои поправки, все депутаты собрались, обсудили кандидатуры и выдвинули 2 новых. И депутат товарищ Григорян от имени группы внес свои предложения в президиум. Затем выступил депутат товарищ Поляничка от азербайджанской группы депутатов. И по нашему автономному образованию дал свои контрпредложения, которые не полностью накладывались на наши предложения. Сегодня, вернее вчера, во время голосования мы обнаружили, что прошло предложение не группы депутатов от автономной области, а прошло предложение товарища Поляничка. Я хотел бы, чтобы здесь товарищ Лукьянов прямо сейчас дал объяснение, в конце концов, кому принадлежит приоритетное право выдвижения кандидатур в выборные органы съезда и правильно ли поступил президиум, приняв к исполнению список, представленный республикой, а не областью. Если я прав, и эта прерогатива принадлежит нам, каким образом президиум съезда позволил Азербайджану узурпировать наши права на выдвижение кандидатур, и какие гарантии может выдать сейчас, что подобное не будет повторяться в последующем? Спасибо. Ну, пожалуйста. Хорошо, товарищ. А потом. Уважаемые депутаты, 393 округ, Старовойтова Галина Васильевна, я хочу привлечь внимание к тому вопросу, который поднял сейчас Генрих Андреевич Погосян. Демократические принципы предполагают выдвижение депутатов в Верховный Совет снизу, самими делегациями от низовых административных образований. И я думаю, что с особенной последовательностью этот принцип следовало бы провести в НКО. Как мы знаем, именно ущемление национальных прав основного этнического большинства этой области и привело к известной драматической ситуации, которая там сложилась и которая пока не нормализовалась. Главная причина напряженности, я думаю, состоит в том, что страна мало слушает голос Карабаха и мало знает истинные процессы, которые там происходят. К сожалению, и съезд не услышал голоса карабахских депутатов, хотя они вправе были рассчитывать здесь на особую чуткость и деликатность в отношении национального меньшинства. Я бы хотела здесь обратить внимание еще на известный москвоцентризм подхода к аналогичным проблемам. Уважаемый мной депутат Залыгин пытался вчера учить литовскую делегацию тому, что все прогрессивные идеи приходят из Москвы, а Литва и другие республики должны благодарить Москву за веяние этих идей.
Я боюсь, что национальные многие меньшинства сегодня остались неудовлетворенными ходом этого рассмотрения. В частности, решением проблемы о выдвижении полномочных депутатов в Верховный Совет от Карабаха. Я думаю, что съезд еще может сейчас исправить сделанную ошибку. Это очень серьезная ошибка, которая может привести к дальнейшей эскалации напряженности в Закавказском регионе. Я думаю, что съезд может принять сейчас альтернативный список, предложенный Карабахом. Он включает известных людей Генриха Андреевича Погосяна и известного публициста и писателя Зория Балаяна, карабахца по происхождению. Я понимаю, что голосование очень громоздкая и трудная процедура, а депутаты, которых все время держат в режиме недосыпания не только президиум, но и наши избиратели, устали и не хотят снова идти в Георгиевский зал голосовать. Однако последствия этого голосования налагают слишком большую на нас ответственность. Как будет жить Нагорный Карабах в ближайшие 5 лет с теми депутатами, которых он не избирал в Верховный Совет? Кто будет защищать их интересы? Поэтому я предлагаю признать результаты голосования по Нагорно-Карабахской области по выдвижению в Верховный Совет недействительными ввиду недемократичности процедуры выдвижения этих депутатов. Предлагаю далее утвердить новый список по депутатам, выдвинутым самим НКО, принять решение съездом, съезд полномочен принять такое решение, о возможности голосования открытым путем, чтобы не ходить и не печатать новые бюллетени, и затем проголосовать тот список депутатов, который предложен самим Нагорным Карабахом. Перерыв 30 минут. Итак, мы должны завершить обсуждение двух проблем в связи с соглашением
итог голосования по Совету Союза. Две проблемы, которые подняты. Одна делегацией Чувашии, то есть, извиняюсь, Марии, по товарищу Чемоданову, и в связи с ситуацией НКО, с представительством НКО. Значит, я прошу продолжить эту дискуссию с тем, чтобы прояснить. Вот сначала по Чувашии что-нибудь... Извините меня. По Марии что-то товарищи смогли выработать, какой-то подход? Вот, кажется, товарищ Шаронов, да? Или вы, товарищ Посибеев? И вы, товарищ Шаронов, да? Хорошо, товарищ Посибеев. Товарищи делегаты, депутаты. Депутат Посибеев. Посибеев, Марийская СССР, округ 375. Ну, то, что 4 автономных республики не имеют ни одного представителя в Совете Союза, это, очевидно, результат несовершенства системы выборов в Совет Союза от регионов страны и от формирования национальных. Ну, сами понимаете, автономная республика – это народ, это язык, это культура, это проблемы. И я думаю, что каждая автономная республика не безразлична, кто-либо представляет или не представляет в Совете Союза эту республику. На дальнейшее, очевидно, надо эту проблему решить. Но мы не виноваты, что у нас квота, как говорится, не позволяет иметь одного представителя. Чем виновата республика? Там или Чечено-Ингушетия, или Тува, предположим. Поэтому на будущее, очевидно, надо иметь какую-то оговорку или там примечание, как угодно. Что в случае, когда автономная республика или тот или иной регион не имеет возможности и численности, необходимой численности избирателей, то одно место ему этой республике отводится. На будущее, очевидно, надо будет иметь. А может быть, сегодня этот вопрос решить. Я не знаю точку зрения делегаций других автономных республик, но, может быть, сегодня в порядке исключения решить эту проблему и дать возможность этой 4 автономным республикам сегодня, предположим, провести голосование по этим 4 автономным республикам. Это первое. Второе. Мы, может быть, вот так вот не среагировали бы, знаете, если бы сразу был дан ответ на запрос, который мы направили товарищу Воротникову Виталию Ивановичу. Ну а как решить дальше, значит, может быть, открытым голосованием, коль скоро вместо Чемоданова оказалась кандидатура Вепрева, на съезде открытым голосованием, это тоже, я думаю, должен решить съезд. Спасибо за внимание. Но это предложение нас далеко не продвинуло. Значит, я думаю, мы должны... Пожалуйста. Это товарищ Шаронов, да? Пожалуйста. Депутат Шаронов от ВЛКСМ. Депутат Шаронов от ВЛКСМ. Мы в перерыве здесь собрались группой комсомольских депутатов и хотели бы предложить на ваше рассмотрение, как нам кажется, приемлемые предложения по выходу из вот этой конфликтной ситуации с Чемодановым. Значит, что конкретно? Нам видится здесь два варианта. Первый вариант – устроить переголосование, видимо, тайное по 2 кандидатурам – Вепреву и Чемоданову. Второй вариант – устроить тайное голосование по одной кандидатуре, кандидатуре Чемоданова, и включить ее, результаты голосования в общий бюллетень для тайного голосования и посмотреть, как в этом случае изменится ситуация. Если Чемоданов окажется последним, то он не войдет. Если кто-то другой, тогда, значит, пересмотреть таким образом результаты этого голосования. Еще один момент. Я все-таки хотел, чтобы здесь на съезде ясно прозвучала такая ситуация. Все-таки на каком основании и кем кандидатура товарища Вепрева, не утвержденная съездом, появилась в бюллетене. И на каком основании и кем кандидатура товарища Чемоданова, которую предложила собрание представителей и утвердил съезд, исчезла из этого бюллетеня. Это вопрос даже не конкретный, не чисто касающийся Чемоданова и Марийской республики, а вопрос принципиальный, чтобы мы могли сказать, что все решал съезд, а не кто-то за съезд. Мне кажется, это принципиально. И что касается ситуации по Нагорному Карабаху, то мы склоняемся в ту сторону, значит, чтобы тоже рассмотреть аналогичным образом этот вопрос по переголосованию. Спасибо. Хорошо, может быть, мы
может быть, мы сейчас по Марии определимся и потом перейдем ко второй части, НКО. Вы, товарищ Собчак, в связи с этим вопросом, да? Пожалуйста. А? Товарищи, депутатские запросы мы рассматриваем в конце заседания и даем поручение. Уважаемые товарищи депутаты, та конфликтная ситуация, я бы сказал, кризисная ситуация, которая сейчас возникла по результатам голосования, она возникла в результате того, что многие из депутатов еще до сих пор не осознали всей важности, всей значимости происходящих сегодня в этом зале событий. Все дело в том, что мы не просто решаем сегодня здесь какие-то процедурные вопросы, а мы закладываем основы новой политической системы. И естественно, что закладывая эти основы, мы можем ошибаться, что у нас нет опыта демократических традиций. Это все так. Но для решения процедурных вопросов, а именно из-за небрежения к этим процедурным, на первый взгляд, юридико-техническим, второстепенным вопросам произошел вот этот казус, мы и попали в такую сложнейшую ситуацию. Как юрист я могу сказать, что в точном соответствии с Конституцией у нас сегодня, после того, как мы уже единогласно практически утвердили отчет счетной комиссии по выборам Совет национальностей, есть только один выход. Есть необходимость переголосования по всему списку. Но я реалист и понимаю, что вот из-за подобного рода, так сказать, накладок нельзя заставлять всех народных депутатов вновь тратить время на полное переголосование. Поэтому у меня есть предложение. Поскольку выявились нарушения не только по Совету национальностей, я имею в виду ущемление интересов Нагорно-Карабахской области, но и по Совету Союза, я имею в виду ситуацию с товарищем Чемодановым, которая, на мой взгляд, возникла, Совет Союза, прошу прощения, которая, на мой взгляд, возникла из-за, совершенной профнепригодности при ведении нашего российского собрания председательствующего. И я думаю, что выход из ситуации здесь может быть следующий. Нам необходимо принять поправку к Конституции, к статье 111, и увеличить одновременно и Совет национальностей, и Совет Союза на 2 места. Тем самым мы обеспечим интересы НКО, и мы обеспечим возможность голосования за депутата Чемоданова, который был выдвинут, был включен в список, но почему-то не оказался в списках для тайного голосования. И кроме того, появится возможность дополнительно выдвинуть какого-то кандидата. Обязательное увеличение на 2 по Совету Союза диктуется тем, что состав обеих палат должен быть одинаковым. А по Совету национальностей меньше, чем на 2 решать вопрос нельзя. И, наконец, если мое предложение не будет принято, я уполномочен профессором Денисовым, депутатом от Ленинграда, и сам лично готов сложить вместе с профессором Денисовым полномочия депутата Верховного Совета, мы оба избраны, в пользу депутатов от Нагорно-Карабахской области. Я думаю, что ленинградцы-избиратели правильно поймут наш шаг. Для нас гораздо важнее иметь единство всех национальностей нашей страны и решение проблемы Нагорного Карабаха, чем иметь лишних 2 депутатских места для Ленинграда. Прошу проголосовать. Уважаемый председатель, уважаемые парламентарии, наши дискуссии выявили, моя фамилия Аборин, округ 596 от Марийской республики. Наши дискуссии выявили о том, что наша Конституция несовершенна. Но мы начинаем нашу работу на 1-м съезде, не на голом месте. Какая неплохая,
но эта Конституция существует. Если мы с вами пойдем по методу мгновенной реакции и поправок Конституции Союза СССР, чем дальше в лес, тем больше дров. Это бесспорно. Поправки к Конституции – серьезный шаг в законодательной деятельности, должны быть осмыслены очень трезво, в четкой деловой атмосфере, с привлечением широкого круга профессиональных юристов, политиков и так далее. Поэтому я вижу выход из сегодняшнего положения в следующем. Вопрос с Чемодановым и появившимся вне списка Вепревым, на мой взгляд, надо отложить до осенней сессии. Товарищи, послушайте, это мое личное мнение. До осенней сессии, когда мы соберемся с вами на второй съезд, этот вопрос решит. Он терпит. Верховный Совет без 2 человек не пропадет. В этом я не сомневаюсь. Это первое. В этот момент нам надо, чтобы избежать подобных ошибок, создать комиссию, которая будет заниматься Конституцией одновременно. Будет решать вопрос о том, чтобы все процедурные вопросы, а, кстати, они очень серьезные, расследовались, выявляли конкретных виновников исчезновений, появлений и докладывали съезду, с тем, чтобы мы имели возможность решить это. Далее, в связи с возникшей ситуацией по квотам, я предлагаю, как законодательное предложение, не касаясь сегодняшнего форума, внести следующую поправку в будущем в Конституции. Потом это будет рассмотрено съездом. Мое предложение заключается в следующем, чтобы каждая автономная республика, каждая национальность, какая бы она крошечная ни была, она нашла место на таком форуме и имела право решающего голоса. Если мы обратимся к практике мирового содружества, то узнаем, что Сан-Марино и Соединенные Штаты имеют в ООН равные права. Но это только предложение, это надо обсудить. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Зубанов Владимир Александрович, 444 округ, Донецкая область. Товарищи, значит, у нас страсти накаляются, это нам не гоже, такому форуму. Я хочу, значит, сразу сказать, что вот были выступления, замечания по качественному составу нашего Верховного Совета. Сможет он работать, не сможет он работать. Даже, значит, были выступления в запальчивости такие, что, значит, будем выбирать там умных, неумных людей. Я категорически против такого деления депутатов. Мы все, значит, тут в одинаковой роли, все получили от избирателей вотум доверия и все достойны. Значит, но я работаю секретарем партийного комитета довольно-таки крупного завода. И хочу, чтобы вы послушали мнение партийного аппаратчика, который, значит, многие тут критикуют. Голосование. Голосование у нас было тайным. Но, к сожалению, тайность голосования обеспечена не было. Мы собирались группами, советовались, консультировались, кого вычеркнуть, кого оставить. Естественно, у меня 24 партийных организации, и любой бы партийный комитет на следующий бы день признал бы неправомочным тайность такого голосования, а секретарю партийной организации еще бы объявил бы и выговор. Второе. Тут мы говорили об альтернативностях при внесении в списки по республикам. Я считаю, что данная система выборов, она ни в коей мере не позволяет реализовать принцип альтернативности, чтобы, значит, логике не соответствует. Почему? Вот Российская Федерация. Молодцы. Они внесли на 4 человека больше, проявили принцип альтернативности, и все мы им хлопали. Но посмотрите, что выявило голосование. А из 4 3 секретаря обкома партии не прошли. Значит, вот почему, значит, мы так настойчиво, упорно уходили от принципа альтернативности. Потому что сейчас обстановка в стране такая, что все вот эти вот нюансы, недостатки люди связывают с работой руководящих органов. Что я на себя смелость беру заверить, не всегда так. И не зная тех людей, секретарей обкомов, я считаю, что мы все-таки, значит, сделали вывод, может быть, и неправильный. Как и в том случае, что вот мы забыли Чемоданова. Мы не депутата Чемоданова забыли. Мы 330 тысяч избирателей, которые стоят за Чемодановым, забыли. Товарищи, мы тут не в шутки играем. За нами страна смотрит. Мы вот, значит, проявили, не зная депутатов, значит, взяли, подчеркали списки, как хотели. Вычеркнули того же Ельцина, за которого голосовало 6 миллионов москвичей. Кто дал нам право, значит, игнорировать это? Никто не дал нам права.
Значит, третье, товарищи. Верховный Совет, который, значит, мы уже видим, что будет обладать законодательными функциями. Избрана 5-я часть депутатов. 5-я. 4/5 не попало. И мы уже видим дифференциацию по степени, значит, неравенства среди депутатов. И я уверен, что, значит, ни депутаты, которые 4/5 составят, не смирятся с этим положением. Если депутаты смирятся, то их избиратели не смирятся с этим положением, что 4/5 будет иметь неравные возможности по сравнению с теми депутатами, которые были выбраны в Верховный Совет. Поэтому выход, вот группа депутатов с Донецкой области, значит, считала, что может быть только один. И звучало это. И Михаил Сергеевич Горбачев на первых заседаниях говорил, что да, действительно, товарищи, значит, мы должны съезд собирать 2 раза в год. Значит, все-таки Верховному Совету мы должны дать статус рабочего органа. Ну, может, там какие-то, значит, законы или ратификационные будет Верховный Совет принимать. Но, значит, мы этого не сделали. Значит, мы это все пока повернули назад. И я, значит, задаю вопрос прямо. Мы передавали в Президиум письменно, согласно Конституции, это группа депутатов Донецкой области, согласно Конституции оформленную, значит, законодательную инициативу. Ну, может, она затерялась, значит, в ворох бумаг все-таки. И я предлагаю, значит, после обсуждения, не сразу, после обсуждения, значит, прикинуть все возможности и изменить статус Верховного Совета. И последнее, я все-таки, значит, прошу, значит, может, это и, значит, не очень корректно, Михаила Сергеевича Горбачева все-таки обдумать этот вопрос по статусу Верховного Совета, потому что все мы видим, и вся страна видит, значит, что сегодня среди депутатов такое, как Михаил Сергеевич прокомментирует, значит, как он повернет в какую сторону, так, значит, зал и примет. Спасибо за внимание. Все записки есть. Уважаемые избранники народа, из Армении поступили многочисленные телеграммы, которые требуют от своих депутатов выполнить свою миссию. Вчера произошло нарушение конституционных прав народа Нагорно-Карабахской автономной области. Они не смогли выдвинуть своих депутатов. Мы проголосовали, к сожалению, за это нарушение конституционных прав. Но еще не поздно. Мы только учимся. И наша совесть не должна позволить, чтобы эти права нарушались бы и дальше. Там особый статус. Конституцией Верховным Советом принятое решение соблюдать особый статус этой области. И мы должны уважать свои собственные решения. Этот особый статус был принят Верховным Советом СССР и никем еще не отменен. Это значит, что мы обязаны учитывать это при выдвижении депутатов. В этой связи я прошу вас принять наше заявление не как дискуссию о лицах, а как дискуссию о принципах. Мы должны соблюдать принципы и должны установить правовую действительность. Недостаточно слов, нужны действия. А в этом случае уже одно действие сделано в сторону дискриминации прав Нагорного Карабаха. В этой связи я предлагаю открытым голосованием считать нереальным результаты по голосованию депутатов от Нагорного Карабаха. Второе. Открытым голосованием выразить свое мнение по поводу новых кандидатур, которые будут предложены только от депутатов Нагорного Карабаха. Только. Ни одна сторона не должна вмешиваться. Следующее. Мы просим депутатов Азербайджана впредь не нарушать конституционных прав НКО и не ставить съезд в затруднительное положение. Там конфликтная ситуация, и съезд должен способствовать миру в этом регионе. Не разжиганию страстей, а миру в этом регионе. С этой точки зрения, последнее. Не нужна поправка к Конституции. Там 2 человека, 2 депутата уже фигурируют. Нужно, чтобы эти места, представители были предложены депутатами из НКО. А мы уже выразим свое отношение. Спасибо.
Дорогие товарищи, судьба нашей Родины сейчас в наших руках, в руках народных избирателей. Мы все, я извиняюсь, полковник Мартиросян, 509-й Ровенский территориальный избирательный округ. Мы все сыновья нашей Родины, которые родились при советской власти. Эта власть нам дала все. И жизнь, и все, что есть, и тем, что сейчас мы пользуемся. Сегодняшний день вот эта власть нуждается в помощи, а мы должны, соответственно, как сыновья вот этой власти, рационально использовать вот тот, данный нам народом, власть, чтобы оказать помощь израненной нашей Родины. Дорогие товарищи, самый измученный народ на сегодняшний день – это жители Нагорного Карабаха. Я думаю, что жители Нагорного Карабаха заслуживают того, чтобы мы могли сегодня внести дополнительные изменения, чтобы не обидеть депутатов Азербайджана и оказать помощь депутатам армянского народа. Это изменение я предлагаю следующим. Чтобы Народный Карабах, то есть Нагорный Карабах, не думал, что нет заботы о ней. Что мы сегодня внесли изменения, дополнительно ввести дополнительные изменения Конституции и любые, что есть необходимо внести, чтобы удовлетворить просьбу Нагорного Карабаха. Но не сначала начинать голосование, не с того, что сейчас начинать вывести азербайджанцев или других и так далее, а просто удовлетворить просьбу Нагорного Карабаха. И пусть люди, живущие сейчас в Нагорном Карабахе, знают о том, что их судьба не безразлична для нас, народных депутатов, которые сегодня принимают активное участие здесь. И этот, я считаю, что будет именно тем подарком, именно Нагорному Карабаху. Товарищи, я считаю, что вот это изменение, которое мы внесем, я обращаюсь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Я прошу, чтобы он меня поддержал в этом вопросе. Именно что это изменение в знак солидарности, в знак оказания помощи жителей Нагорного Карабаха, многострадального Нагорного Карабаха. Давайте мы все поддержим это. И пусть, чтобы они не знали, что они без внимания. Спасибо за внимание. Пожалуйста, слово депутату Ибрагимову. Дорогие товарищи, друзья, я не знаю, есть ли на Земле, на нашей планете более дорогой, ценной вещи, чем дружба, тем более дружба народов. И наш съезд знаменателен тем, что тут присутствуют почти представители всех народов и народностей нашей великой могучей страны. Наш священный долг каждого коммуниста, каждого советского человека поддержать и укреплять эту дружбу, а не вытаскивать какие-то надуманные вопросы, конфликты, чтобы, так сказать, нарушить гармонию этой дружбы, гармонию между народами. Тут много говорили о Нагорном Карабахе. Дорогие мои друзья, я очень обращаюсь к вам, очень прошу, прежде чем говорить о проблеме Нагорного Карабаха, надо изучать эту проблему. Есть товарищи, которые выступают за Нагорный Карабах, нога которых никогда не была на этой земле. Они по слухам, по наушениям, по просьбе других начинают, так сказать, повторять такие вещи, которые противоречат совершенно истине, справедливости, добропорядочности человека. Я не хочу дальше отнимать ваше время об этом. Я хочу сказать, что Азербайджан относился и всегда относился, и сейчас относится к Нагорному Карабаху как к святой земле, как к земле, которая роднит азербайджанцев с армянами. А в Нагорном Карабахе столетиями жили и живут в соседстве, так сказать, дают замуж своих дочерей, женят своих сыновей от
азербайджанец, армянин на азербайджан читал. Это очень сложная проблема. Очень такая важная в том плане, что именно здесь можно укрепить дружбу по-настоящему. Мы, уверяю вас, стремимся к этому. Я